Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. Это Исмаил Мавлюдов. Он продлевает сертификат халял на продукцию своего маленького колбасного цеха. Вот уже 3-й год продукция цеха, которым руководит Исмаил, выходит с логотипом муфтията Крыма. На крымском рынке постепенно появляется халял-продукция. Пока ее немного, но производители уже заинтересованы в выпуске именно продукции халял. Продукция халял сегодня не только в масштабах Крыма, но и по всему миру начал набирать большие обороты. Это, конечно же, в первую очередь связано с увеличением не только мусульман, потребителей, да, именно правильного питания, но и в общем людей, которые уже хотят искать правильную продукцию, чистую продукцию. Но не все так гладко. Производители халял сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Среди изобилия товаров можно встретить продукты питания и товары широкого потребления, которые подписаны как халял, однако это не соответствует действительности. Нездоровая конкуренция на рынке. Очень много подпольной продукции, не сертифицированной, в цехах, которые даже отношения не имеют к халяльным. Они ее делают, реализовывают. И наши же магазины способствуют ее продаже, распространению. С целью наживы люди идут на нарушение не только технологии производства, но, что более серьезно, они обманывают людей, наживаются на чувствах мусульман, которые им доверяют. Здравствуйте, ассаламу алейкум. А шаурма долго делается по времени? Сейчас пока нет шаурмы. Нет? А что есть? Вот есть выпечка. Вообще халял? Ну, конечно. Мне не видно? Не знаю. А есть сертификат? Ну, наверное, есть. Только у меня на руках нет. У начальника, наверное, есть. Нет? Дверь меняли, убрали. В общем, Был сертификат? илял, конечно. Или просто надпись? Да, илял. Так... Да, еще люди держат. Как вы думаете, илял или нет? Вам искать сертификат? А есть такой? Ну, если искать, могу хозяина позвать. Ассаламу алейкум. Скажите, пожалуйста, а у вас есть... Нет, сертификат нет, но, брат, мне 15-20 лет, мне ковид, у нас везде халяли здесь. Да? А он же бесплатный же сертификат в этом, в муфтияте же бесплатно можно получить. А я не получаю, брат, я возьму татары мусульмане и сюда сам покупаю, никто мне не покупает, это можете гарантировать. Сами как хотите. Я понял. Мы обошли несколько точек общественного питания в одном только Симферополе и обнаружили, что многие из них работают хоть и под маркой халял, но без сертификата. Кроме того, встречаются факты предъявления ложных сертификатов, выданных несуществующими духовными управлениями. И на этом страдают, так скажем, не только мусульмане, которые употребляют эту продукцию, но также и страдает тот, скажем, человек, который старается выпускать халял-продукцию, потому что рынок халяльный сбивается на этом. Также это приносит большой урон, так скажем, самому тому человеку, который лепит знак халяла, так как это религиозный термин, который несет с собой духовную ответственность, и, конечно же, за это будет наказание в судный день. В приморском городе Саки, что на западе Крыма, весной текущего года начал работать цех по производству мороженого халял. Предприниматель Давид Амирханян изначально решил работать в данном направлении, учитывая конъюнктуру рынка. Мы совместно с центром сертификации определили, какие ингредиенты могут быть или запрещенными, или нежелательными. Заменили их на аналоги, которых в процессе производства не используется спирт. Или же на продукты, которые сами по себе отдельно прошли сертификацию ЭЛЯЛ и включили в свою рецептуру. Помимо этого, один из таких основных для нас моментов был, чтобы обе стороны этой идеи были довольны. Как мы, как производство и центр сертификации, мы хотели, чтобы у нас на производстве, как минимум на этапах производства продукции ЭЛЯЛ, был, скажем так, надзорный орган, был человек, который следил бы от момента получения сырья и варки мороженого до непосредственного его фасовки, запаковки в пленку, гофротару и уже хранения. Ежедневно 3 тонны мороженого отправляются в Дагестан. Пломбир радует также жителей и гостей Крыма. У Давида Амирханяна большие планы получить сертификат халял еще на несколько позиций продукции своей фабрики мороженого.
По словам же Редвана Максудова, подобные планы и желания муфтият всегда поддержит и проконсультирует в случае необходимости. В этом случае мы сможем в первую очередь халял-рынок укрепить. Недоброжелателей, у которых, скажем, нечистые намерения, отсеять, то есть не дать им, так сказать, набирать такие обороты. И, конечно же, самое главное, перед Всевышним мы будем чисты, потому что это наша работа, и каждый должен выполнять свою работу на совесть, с честностью, с добросовестностью, боясь наказания Всевышнего и желая, конечно же, его милости. Пока готовился сюжет, сертификат халял от Духовного управления мусульман Крыма получила севастопольская туристическая фирма, которая занимается организацией туров по памятникам исламской культуры Крыма. А нам остается еще раз призвать как производителей, так и потребителей халяла, чтобы тщательно относились как к производству, так и к выбору продукции, были внимательны и ответственны, так как от наших общих усилий зависит, насколько это будет для нас серьезно и полезно в этом мире и в последующем. Зира Эмирсуин, Дилявер Мемеджанов, специально для Алиф ТВ.